11 минут. Именно столько, по наблюдениям главной героини всемирно известного романа Паула Коэльо, продолжается среднестатистический половой акт. Вот цитата. «И эти мужчины, такие могущественные и надменные у себя в кабинетах, не жалели 350 франков за то, чтобы на ночь отрешиться от самих себя. На ночь не надо преувеличивать, Мария. На самом деле сеанс продолжается 45 минут. А если вычесть время на раздевание, одевание, неискреннюю ласку, обмен банальностями, то на чистый секс останется всего 11 минут. То, на чем вертится мир, длится всего 11 минут». Президенту Латвии 11 минут хватило на то, чтобы произнести самую скандальную речь за все 4 года своего правления. Давайте еще раз посмотрим, как президент доставил удовольствие всей стране. Labvakar, Latvijas tauta. Jaunajā Saeimā bija vairāk kā 60% jaunu seju. Pagājušās ceturtdienas Saeimas balsojums, diemžēl, ir kā sirēna. Jaunielētā Saeima komfortabli jūtās politisko schēmu, melu un visatļautības gaisotnē. Mēs 3 gadu laikā izmisīgi cīnoties, brīnumainā kārtā esam pārvarējuši ekonomisko krīzi. Un tad rodās jautājums, kā vārdā šie upuri tika nesti. Vai tiešām, lai vairotu oligarhu peļņu, vai tiešām, lai ļautu apzakt savu valsti? Esmu pieņēmis lēmumu rīkoties radikāli. Pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 48. pantu, ierosinu Saeimas atlaišanu. Valsts prezidents Valdis Zatlers Rīgā 2011. gada 28. maijā. Dievs svētī Latviju! Это историческое телеобращение латвийским налогоплательщикам может обойтись очень дорого. Некоторые политологи уверены, по размеру финансового ущерба речь Затлерса можно сравнить с выступлением диктатора Карлиса Ульманиса в далеком 1940 году. Тогда в свободную еще Латвию нагрянули советские войска. И Ульманис по радио успокоил народ тем, что это пришли друзья. Если не сравнивать с Ульманисом, который сказал, вы остаетесь на своих местах, я остаюсь на своем месте, и когда потеряли независимость и была разрушена страна, я думаю, что это может быть вторая по стоимости речь. Так в какую же сумму влетит латвийцам 11-минутная речь Затлерса? Давайте попробуем посчитать. Финансовые последствия будут достаточно серьезные. Первое – это то, что сразу осязаемо. Это и референдум, и выборы, которые будут стоить порядка нескольких миллионов латов. А точнее, 2 миллиона на референдум о распуске Сейма, он уже назначен на 23 июля, и столько же на внеочередные парламентские выборы, которые состоятся в сентябре. Итого уже минус 4 миллиона в твердой латвийской валюте. Второе, конечно, для партии это будет стоить, и вследствие для тех, которые финансируют партии, деньги будут вкладываться, неизбежно будет предвыборная кампания. Впрочем, расходы политиков на рекламу пусть считают сами политики. Тем более, как показали прошлые выборы, деньги в борьбе за избирателя далеко не главное. Например, блок «За лучшую Латвию» вбухал в предвыборную рекламу больше 1 миллиона латов. Результат – в Сейм попали только 8 депутатов, да и тех вот-вот разгонят. Ну и третье, основное, то есть 5-месячная проволочка, потому что реально правительство перестанет реально работать и заниматься реформами. Это будет 5 месяцев работы впустую и правительства, и парламента. То есть мы считаем сразу все зарплаты, которые получают высшие политические должностные лица, они можно спокойно списывать, опять же, в расходы предвыборной кампании. Интересно, что и сами политики не отрицают. В преддверии выборов им будет не до работы. Вот заявление депутата Шлессерса. Правительство фактически уже не существует, потому что партии начали предвыборную борьбу. И хотя политикам будет не до работы, народу все равно еще почти 5 месяцев до того, как появится новый Сейм, придется содержать неэффективные правительства и парламент. А это огромные расходы. Только Сейм обходится бюджету почти в 1 миллион латов ежемесячно. Правительство тратит еще без малого 400 тысяч. Всего за 5 месяцев выходит почти 7 миллионов латов. Их тоже заносим в убытки.
Подводим итоги. 4 миллиона на референдум и выборы, плюс почти 7 миллионов на правительство и парламент. Получается, что 11-минутная речь Затлерса, если округлить, обойдется народу в 11 миллионов латов, то есть по миллиону за минуту. Если же учесть, что за эти 11 минут Затлерс произнес 859 слов, выходит, что каждое его слово стоит без малого 12,5 тысяч латов. А теперь поставим президента на счетчик и попробуем взглянуть по-новому на его историческое телеобращение. Šī ir jau trešā reize, kad es uzrunāju jūs Latvijas valsts grūtajos vai izšķirīgos brīžos. Pirmā reize bija 2009. gada 31. martā, kad beidzās termiņš manis izvirzītajiem uzdevumiem Saeimai un valdībai. Впрочем, если серьезно, то речь президента о распуске Сейма – это, конечно, не только сплошные затраты. Нынешняя ситуация, когда у нас такие скверные бюджетные данные и так далее, конечно, все затраты мы воспринимаем очень-очень болезненно, это только правильно. С другой стороны, нужно тогда смотреть, скорее всего, все-таки на цель этой речи. По сравнению с теми суммами, которые некоторые люди увели в свои офшоры, те затраты на референдум – это на булавки, извините. Это абсолютно смешные деньги. Но и вопрос в том, будет ли эта цель достигнута, будет ли влияние олигархов в 11-м Сейме меньше, чем в 10-м. Вот об этом мы можем сомневаться. Стоила ли игра свеч? Это мы увидим, когда будет избран 11-й Сейм, где-то, наверное, в сентябре-октябре этого года. Другими словами, цыплят по осени считают. Как бы банально это ни звучало. Алексей Новак, Эрик Лаускис и Михаил Рыжков. Телекомпания ТВ5.